До берега и обратно. Водитель из Сыктывкара Александр в паводок в этих местах еще не бывал, пока не понадобилось добраться до Ситкыркыша. Такая живописная картина вместо проезжей части привела в шок. Пытаться проехать по воде, признается, не будет. Его легковушке подобные приключения не по зубам. Мне надо туда обязательно пробраться, все, не могу ничего сделать, стою, жду. Человек должен сейчас подъехать, не знаю. Я знаю, какая там глубина. Там, то есть там около 40 сантиметров я не проеду. Пик паводка в южных районах уже позади. Вода отступает, а дорога постепенно осушается. Местами показались даже вот такие островки. Отсюда до Алешина можно даже прогуляться, правда, исключительно в резиновых сапогах и явно повыше, чем в моих. Впрочем, таких смельчаков мы не увидели, как не застали и машины, форсирующие водную гладь. Еще в прошлом году их было немало. Плавали в основном на внедорожниках, но и они нередко ломались. При попадании воды в двигатель может случиться гидроудар. О нем водители Ситкыркыша знают не понаслышке. Житель соседней Сосновой Поляны часто гуляет здесь с собакой, но и ей лезть в воду не разрешает. В прошлые года было много смертников, а сейчас-то не очень. Сейчас уже, видимо, уже слух пошел, что глубоко тут места есть глубокие. И уже ушла, уже это было недельку назад, очень глубоко было. Даже экстремалы побоялись бы сунуться. Изменилась схема движения автобуса номер 26А 1,5 недели назад. Отныне доехать до дома обитатели поселка могут прямо из Сыктывкара на теплоходе Усть-Сысольск. Условия комфортные, но пассажиров они особо не радуют. Время в пути увеличилось вдвое. Плыть нужно больше часа. Плюс в час пик мест на всех не хватает. Рейсов очень мало. Он не успевает туда и обратно свозить людей. Люди, которые работают с 9 утра, вынуждены ехать на 6 утра. Но он в 6 утра не отплывает, он отплывает раньше, потому что он набирает посадочные места, 142 человека, закрывает и поехал. А остальные люди остаются и едут, вынуждены ехать на голом пароме, где некуда сесть. А еще жалуются пассажиры теплохода на необорудованную пристань. Сесть некуда, крыша не предусмотрена. Ждать транспорта часто приходится под дождем по несколько часов. Впрочем, испытание стихии терпеть осталось недолго. После спада воды движение автобуса будет восстановлено, а по прогнозам произойдет это совсем скоро. Таисия Жакова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.